Всем привет! Сегодня мы с вами разберем парковки и остановки города Якутска. Под конец экзамена инспектор попросит вас остановиться, либо найти место для парковок. Внимательно послушайте, что от вас требует инспектор. Если попросит вас припарковаться, найти место для стоянки, то вот такое место парковки сойдет. Не торопитесь, спокойно заезжаете и фиксируете. Поднимаете ручник и переводите на парковку. Следующий курсант, который будет начинать экзамен, он будет его начинать с этого места. Заходить в машину не торопитесь, оцените обстановку, расстояние, габариты. Здесь парковка у нас очень широкая, большая, поэтому выезжать будет безопасно, удобно для курсанта. Расстояния очень много. Вот. Учитывайте габариты машины, боковые интервалы. Учитывайте вот это машины, которые стоят по сторонам. При выезде назад включаете поворотники правые, смотрите в окошко и выезжаем назад. Если не видно, можете попросить инструктора, он будет сидеть сзади, чтобы посмотрел, видно или не видно, машины едут или не едут, так как в правилах это не запрещено. Все, параллельно к дороге стали. Машина у нас, посмотрите, обратите внимание, она у нас находится вот в парковке. На дорогу мы не выехали. Очень удобная парковочка была здесь. При выезде обязательно включайте указатели поворота, смотрите в зеркала, убеждайтесь в безопасности маневра и аккуратно, спокойно выезжаете. Темп средний, быстро газовать не надо и медленно выезжать тоже не рекомендуется. Далее мы двигаемся по улице Дзержинского. По улице Дзержинского у нас много парковочных мест. Вот обозначена парковочка. Если машин нету, старайтесь машины расположить параллельно к дороге. При выезде с парковки, при въезде в парковку включаете правые указатели поворота, заезжаете, также фиксируете. Парковка, ручник, ручник, парковка, без разницы. Далее смотрим, у нас ручник включен и парковка стоит. Все, экзамен сдан. Следующий курсант садится и начинает, например, уже отсюда. Тоже включили указатель поворота, посмотрели в зеркало, убедились в безопасности и выехали на проезжую часть. Далее едем, не торопимся. Здесь мы с вами теперь рассмотрим, вот мы с вами рассмотрели две парковки, как можно парковаться. Сейчас мы посмотрим, разберем остановку. Инспектор может сказать: остановитесь, найдите место для остановки. Здесь автобусная остановка как раз будет. Кстати, на автобусной остановке мы можем остановиться не более 5 минут и старайтесь стать так, чтобы не создавать помех автобуса. Если там уже стоят машины, если уже стоят автобусы и уже места нет, то желательно ищите уже другие места. Здесь, например, вот на этой автобусной остановке никого нету, например. Если мы здесь встанем в конце, то мы автобусом не будем мешаться. Здесь до 5 минут можно стоять. Далее обратите внимание, здесь еще есть и парковка. Еще вон спереди парковка, знак. Смотрим в зеркала, много места. Мы никому не мешаемся, автобусу. И выезжаем. Выезд тоже не торопитесь выезжать. Иногда бывают у нас провалы прямо в самом начале. Торопятся и при выезде прямо создают аварийную ситуацию на дороге. Так, теперь мы остановимся вот на этой. Припаркуемся на этой парковке. Припарковались. Здесь очень интересно. Здесь уже парковочка будет поменьше, получается. Посмотрите, расстояние у нас мало очень. Сбоку боковой интервал, с правой стороны машине тоже близко стоим. Теперь смотрите спереди, вот подъехала машина, ее не было сначала, но она уже подъехала. Сейчас, если мы руль выкрутим до конца вправо, включаем поворотники право, если мы будем выезжать, наш левый носик может задеть вот этот джип, который стоит с левой стороны. Поэтому нам нужно будет выехать прямо сначала. Поворотники все равно включаете правые.
Вот мы прямо выехали, получается. Поворотники правые включаете. И при выезде, вот сейчас вот боковой интервал у нас тут безопасный. Далее руль до упора выкручиваете. Смотрите через окошко. В зеркала смотрим все. И выезжаем спокойно. При выезде габариты машины учитывайте, чтобы боковые интервалы с машин тоже были безопасны. Руль сразу до конца не закручивайте. Это все должны обязательно учитывать. При выезде назад, если вам не видно, попросите инструктора, чтобы он посмотрел, помог вам. В правилах дорожного движения у нас такой вопрос был. Ну, оно не запрещено, как бы. По идее, должны помочь. Далее, вот смотрите, двигаемся по улице Октябрьская. Поворачиваем вот на улицу Октябрьская. Здесь автовокзал у нас. 1000 мелочей. Знак «Остановка, стоянка запрещена». Вот на этой автобусной остановке останавливаться и парковку делать запрещено. Не рекомендуется. Так как у нас там висел знак запрещающий. Далее двигаемся по улице Тургенева. Здесь очень много мест, парковок. Здесь можно на парковке и припарковаться, остановиться, все что угодно. Далее здесь вот по Тургенева есть парковки тоже вот очень хорошие. Туда можно заехать, перепарковаться. Во время занятий вы заранее планируете, где вы уже вот во время занятий планируете, где вы будете останавливаться, парковаться, примерно мысленно, да, уже вот тоже хорошая автобусная остановка стоит. Здесь можно остановиться. Это улица Чайковского. Парковка вот с левой стороны знак тоже есть, очень хорошее место. Очень много места для парковки, постоянно пустуют. Вот с правой стороны обратите внимание, тоже интересное место для парковки. Здесь иногда инспектор требует, получается, выполнить остановку либо парковку. Вот на это надо обратить внимание, что он от вас просит. И иногда некоторые инспектора, они просят выполнить остановку или парковку именно до перекрестка. Иногда там до перекрестка, если говорить, то вы уже до перекрестка должны уже найти это место. Если вы не находите такое место, да, до перекрестка, то уже как бы не выполнили задание инспектора. Иногда даже такое бывает. Поэтому вот будьте внимательны, что от вас требует инспектор. Внимательно слушайте. Курсант должен быть внимательным. Он должен внимательно слушать, видеть. Вот тоже хорошие места проехали. Надеюсь, вы обратили внимание. Далее. Сейчас мы двигаемся по улице Шевченко. Здесь у нас тоже есть такое укромное место для парковки. Те, кто здесь не ездил, скорее всего, и не знают таких мест. Поэтому во время занятий старайтесь уже мысленно искать такие места. Вот она, очень хорошее место. Я бы тут припарковался бы надолго. Так, далее двигаемся по улице Лермонтова. Пицца Додо, суши. При въезде заезжайте правее, держитесь правее, так как левая сторона это встречная. В дворовых территориях тоже правее держитесь. Вот здесь вот тоже постоянно много мест, можете сюда заехать и припарковаться. Как задом, так и передом. Но, как показывает практика, у нас курсанты постоянно вот так вот останавливаются. Получается, следующий курсант уже должен начинать вот с такого вот положения. При выезде вы включаете обязательно, допустим, левый или правый поворотник. Ну, в зависимости от того, куда руль крутите. Куда руль крутите, туда и включаете указатель поворота. Вот мы сейчас поворот направо делаем, значит, соответственно, включаем правый указатель поворота. При выезде назад можете смотреть зеркала и оборачиваться, смотреть внутри города. Потому что безопасность превыше всего. Далее опять придерживаемся правой стороны. При выезде тоже вот правее немножко надо взять, так как левая сторона это встречка. Ну, на этом мы сегодня закончим. До новых встреч. Пока-пока.